Я вот нават неёмка себе троху адчуваю. У всех это такая вот боль в душе. Забить на то, что нам нужно что-то там достроить, нацию. Мы есть такие, какие мы есть, но нам есть к чему стремиться. Мне спадабаўся уже адразу сходу філасофскі тэрмін «забіць». Мы будем говорить про национальную Мы идею. живем в мире наций. Месца беларусаў у сусвеце. Циником выступаю здесь я. Идея X на Еврорадио. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. В эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Праграмы, падчас якой мы працягваем фармуляваць, шукаць, прамаўляць, намацваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна, вядучыя ў студыі Максім Гаруноў і Зміцер Лукашук. Наш сённяшні госць, дакладней госця, філосафка, кандыдатка філасофскіх навук, выкладчыца, кіраўніца канцэнтрацыі «Сучаснае грамадства, этыка і палітыка» Вольга Шпарага. Добрый дзень, спадарыня Вольга. Добрый день. Я вот нават неёмка себе троху адчуваю, у тым сэнсе, што з двух бакоў у мяне два філосафа сабраліся. Да, может быть непросто. Да, я так, можа быць, нават задам першае пытанне для разогрэву, як кажуць, а далей вы уже там сваімі філасофскімі рапірамі будете змагацца. Такое філасофскае, можа быць, для мяне, прынамсі, пытанне. А беларуская нацыя ўжо існуе? Ёсць яна ці не? Ну, я считаю, что есть, и что все эти разговоры, что нам нужно как-то там достроить белорусскую нацию, нужно их прекратить и начинать строить демократическое общество, использовать вот весь тот потенциал, который у нас есть, осмысливать наше прошлое в разных направлениях, оно у нас многослойное, в настоящем работать с разными группами, у которых разные ценности, разные интересы, и забить на то, что нам нужно что-то там достроить, нацию. Мы есть такие, какие мы есть, но нам есть к чему стремиться. Мы не демократическое общество, у нас в обществе много конфликтов по многим вопросам. И я считаю, что вот эта ценностная перспектива прояснять, где у нас противоречия, и стараться их разрешить, чтобы жить в мире, помогать друг другу, чтобы как-то к справедливости социальной стремиться, чтобы какие-то группы и люди не оставались за бортом и общества, и государства, и культуры. Ну вот так я это вижу. Мне спадабаўся уже адразу сходу філасофскі тэрмін «забіць». Тады ў працяг Александр Лукашенко, неяк адказваючы на пытанне пра нацыянальную ідэю, сказаў: ну не дараслі мы яшчэ да нацыянальнай ідэі. Ну вот добра, з нацыяй разабраліся, ёсць, а да нацыянальнай ідэі дараслі ці не? Ну, Лукашенко, может, и не дорос. Мы понимаем, что он в какой-то живет своей системе координат. Что касается белорусов, ну, моя позиция, что белорусы разные, по-разному видят и свое общество, и культуру, и прошлое. И когда создаются для этого площадки в университетах, в средствах массовой информации, в публичных пространствах, и начинается обсуждение, кто мы такие, вот там вырастают эти идеи, обсуждаются общие ценности. Потом можно их как-то, нормальный процесс, который мы видим в других странах, потом садятся теоретики, их описывают и говорят: вот там ценностный горизонт, к которому нужно стремиться, вот эти идеи, которые нас могут объединять. В принципе, такой срез мы видим в каких-то текстах и в Беларуси время от времени. Я думаю, что те, кто к вам приходил, там называл какие-то идеи. Я вот перш за ўсё, чым перадам слово Максиму, как бы вы мяне супакоілі, а то у мяне была такая насцярога, скажем так, что мы тут займаемся можа зусім тым, чым трэба, ці час этым займацца, тому что былі у мяне пэўныя людзі, якіх я захацеў запрасіць на праграму, я ім тэлефанаваў, кажу: вот давайте прыйдзіце, там абмяркуем нацыянальную ідэю, пашукаем. На што мне казалі: слухайте, я яшчэ ў 90-х годах мінулага стагоддзя ўсё, што хацеў, на гэтую тэму напісаў, вам трэба, вы хочаце, ідзіце вон у бібліятэку, шукайце, чытайце і ўсё. Я кажу: так пакаленне вырасла, уже нават два пакаленні з таго часу вырасла, і гэтым людзям яны не пойдуць у бібліятэку, ну, можа, хтосьці і пойдзе, но большасць чакае, як з тым жа фільмам «Нехты» про Лукашенко. Мы ўсё гэта ведаем, што ў гэтым фільме, а моладзь паглядзела і мільённыя прагляды. Так і тут. Ну і не даказаў ўсё адно пэўнай часткі людзей. То есть все-таки варта этим займацца, нягледзячы на тое, што некалі гэтыя дыскусіі ўжо вяліся. Ну да, и мы можем даже, я не знаю, там, вспомнить Валентина Окудовича, который пишет новые книги и как-то переосмысливает и думает о том, в каких терминах
да, осмысливать Беларусь. А по поводу того, что изменяется понимание нашей культуры, и исходя из культуры национального сообщества, ну, к примеру, как какой-то такой вот показатель какого-то нового направления можно привести коллекцию Белгазпромбанка, парижской школы, которая сейчас представлена в Палаце мастацтв, которая является, я всегда всем приезжающим в Минск рекомендую идти туда, поскольку это, ну, искусство очень высокого уровня. И это тоже белорусское искусство. В Париже это называется еврейская школа. Мы в Беларуси называем парижской, но говорим, что это часть нашего прошлого, нашего наследия. И в 90-х это, ну, никак не обсуждалось, да, о том, вот, что вот этот пласт еврейской культуры, живописи в частности, что он тоже часть, важная часть нашего понимания сегодня. И то, что делает нас интересным и самими себе, да, то есть это то, что, на что мы смотрим как в зеркало, и что делает нас притягательными людей из других стран. Я перакладу з філасофскай мовы на звычайную. Усе дыскусіі, яны рухаюцца па коле. Былі некалі, зараз можна і паўтарыць, асабліва, калі выніку ад першых дыскусій не асабліва шмат было. Перадаю слово философу нашему штатному. Я возвращаюсь вот к Лукашуку. А почему здесь вот все... Вот с утра у нас был эфир, и человек говорил о том, что у нас нации нет. До этого приходили довольно много... Вот приходят какие-нибудь белорусы, которые, ну, в общем, как-то вот сведомые, как-то вот пытаются себя ассоциировать с Беларусью, думают про Беларусь, пишут книги, стихи, но у них у всех это такая вот боль в душе. Это как бы вторая или третья фраза, которую они говорят, а нас нет. Ну, и Акудович, вот, да, упомянутый вами, он постоянно вот плачет о том, что то ли он есть, то ли он нет. Я его специально пальцем тыкал, когда он сюда приехал. Ну, в смысле, что он... Ну, как бы, что он есть все-таки. Как бы мои органы чувств говорят, что он есть, но он утверждает, что его нет. Откуда этот вопрос о том, что нас нет? Ну, по-разному можно ответить. С одной стороны, можно сказать, что предположить, что те, кто выстраивают такую аргументацию, ориентируются на образцы XIX века, что должен быть там один язык, четкое представление о прошлом, только единственное, да, одно, что можно выстроить последовательную историю, создать канон героев четкий. И по всем этим пунктам мы понимаем, что все разваливается. Да? Прошлое советское не всегда состыковывается с разными периодами европейского прошлого. Кого из героев не возьмем, ну вот о трех я там могу сказать: Мицкевич, Шагал, Светлана Алексеевич. Все принадлежат сразу нескольким культурам. Вопрос канона тоже не работает. Я все вот как-то со студентами обсуждала, почему такие споры вокруг Алексеевич. Потому что из нее по представлениям XIX века хотят сделать, ну, такого литературного бога, да, чтобы она говорила либо правду, либо неправду. А сегодня восприятие тех, кто пишет текстов, как блогеров. То есть это текст, который пишется, переписывается, она может ошибаться, опять проваливается. Не можем создать этих богов XIX века. И вот те, кто уперт в том, что мы должны воссоздать нацию по образцу XIX века, у нас другой вариант. Ну, во-первых, потому что мы живем в 21 веке уже, да, и во-вторых, потому что здесь все-таки по-другому происходили процессы, наши герои по-другому выглядят, история расколотая, о чем Акудович тоже писал, да, конечно. Вот. Второй вопрос. Ну, постколониальные исследования этим много занимались в других странах. Это, можно сказать, все еще такая реакция на имперское прошлое, зависимость от империи, и это не только зависимость от России, и зависимость от Польши, да, и это спор насчет этих героев, да, все время какое-то перетягивание одеяла с соседями тоже, и эту стадию многие мои коллеги говорят, тоже надо как-то пройти. Постколониальные исследования – это большой блок, нет у нас этих исследований, да, как-то эту травму переработать. То есть эта травма есть, нельзя сказать, что мы такие единственные, которым вот не хватает полноты. Но получается, нам и не хватает, потому что нужно как-то с этой империей покончить и себя уверенно почувствовать, да, не быть в тени империи. И с другой стороны, как-то признать, у нас своеобразное прошлое, у нас общие герои с другими странами, у нас расколотая история. Ну и окей. Тем самым мы можем сказать, мы интересны для многих, да? Мы интересны благодаря еврейскому прошлому, польским героям. Давайте как-то так и презентировать в многообразии нашу историю и самих себя. Ну, можно еще какие-то объяснения давать, почему это тоска, да? Но незавершенность – это… Вот я бы две причины выделила. То есть у вас получается, что белорусская нация существует, при этом, если мы будем пробегаться по классическим определениям, там, сталинским, люблю просто, вот, то, ну, язык, ну, вроде как не свой.
Да, когда начинается вопрос о национальных героях, то, ну, вот их тоже постоянно делят. Как вы упомянули Алексеевич, я помню, когда смотрел вручение ей Нобелевской премии, там и заиграла какая-то музыка, и я думал, как бы, вот я сейчас услышу что-нибудь такое белорусское, классическое, а там, по-моему, заиграл Чайковский или Рахманинов, ну, что-то такое. И она пишет по-русски, на русском языке, и, по слухам, она, в общем, ни разу не читала ничего об истории Белоруссии. Ну, это сомнительно, конечно. Ну, она тут работает с устными историями людей. Не имеется в виду, что более вот глубокая если история. начать ее вот по поводу там, что тут было в XVI веке, то она вот, ну и так далее. То есть, получается, писателей тоже нет, литература, ну вот как-то она есть, но вот специально заходил в антикварный магазин, посмотрел, сколько стоят старые белорусские книжки. Значит, я купил Янку Брыля за 3 рубля. Ну, то есть, вот, он стоит дешевле, чем новый. То есть, это просто книга в утиле, это не букинистическое издание. То есть, книг нет, кино тоже вроде нет. Столица, ну, при всем уважении, но Минск, ну, как бы, ну, это просто город. Как бы, ну, то есть, люди решают... Ты когда смотришь на Минск, мое ощущение... Между прочим, Томас Бон, немецкий исследователь, написал о Минске как образцовом городе социализма. И я, путешествуя много, и в особенности после поездки в Нью-Йорк, семестра там пробыла, приехала, какую-то дистанцию такую получила. Я приехала в Минск и увидела, классно, это модернистский город, красивые модернистские здания. То есть у меня как-то в такой комплекс эти здания выстроились. И, окей, там людей не хватает, надо как-то присвоить этот модернистский город, да, потому что он конструировался как не для людей, да, а для власти, как Томас Бон это описывает. Но мы тоже можем это сделать, да, и урбанисты как раз этим заняты, как нам присвоить город. Сейчас мы это делаем таким опять, как мы любим, да, партизанскими тропами через бывшие заводские пространства, но я надеюсь, что мы дойдем, и когда там у нас бывают политические моменты, мы как бы и площади захватываем, да, но, в принципе, пока власти их контролируют, художники пытались это делать с площади захватить, но, не знаю, я не вижу Минск в качестве какого-то вот не особенного, он особенный для меня, то есть он вот в какой-то такой... палитре моих городов, где я была и которые я люблю, я вижу лицо Минска. Хорошо. Просто я был еще про остальное вопрос. Завершу свой вопрос. То есть, если вот как бы все, что есть, ну, вот обычно, то, да, при этом у литовцев этого всего то, что перечислено, вот по горло, да, там украинцев, у латышей, эстонцев, финнов, там у русских это прям вообще кошмар. Вопрос: что вам позволяет говорить, что нация все-таки есть? Она никуда не делась, она здесь существует своим каким-то особенным способом, но она есть. Вот почему вы так думаете? Какой-то признак. То, что это есть в других странах, да, все-таки какие-то канонизированные тексты, канонизированные герои, уже в таком каком-то современном смысле, они могут разным культурам принадлежать, но нам тоже. То, что есть там истории разных сообществ, там фотографического сообщества, арт-сообщества или там суполог-сообществ, из которых потом политические движения выросли, все это результаты деятельности университетов, исследовательских центров. И если бы в Беларуси они работали, если бы не авторитарный режим, то у нас бы была куча этих историй. Так как я немножко занимаюсь современным искусством, мы пытаемся постоянно эти истории воссоздавать, то происходило уйма интересных вещей. И если сопоставить с теми историями, я немножко знаю литовский контекст, поскольку долго в ЕГУ преподавала в Вильнюсе, то это сопоставимые истории. Просто когда они на официальном уровне входят в учебники, в школьные учебники, то им придается статус, и все знают своих героев. Да? А когда у нас все это делается подпольно, 200 экземпляров распространяется, то... я вот спрашиваю студентов в ЕКЛАБе, вы знаете, кто такой Артур Клинов? Вот сейчас моя группа, большинство не знали из них, да, там из 20 человек. Артур Клинов, я считаю, такая фигура, который столько всего делал, начиная там с конца 80-х, когда там был еще совсем молодым, и делали такие протестные выставки художники первые. И после этого сколько он всего создал? Сейчас «Деревня в Каптарунах». То есть вот я его вполне сравниваю с фигурами на артистической сцене. Недаром его книга «О городе солнца», она была издана сначала в Зуркампе, в Германии, имела прекрасные рецензии, а у нас он... о нем не знают. И многие, я считаю, что у нас потенциал у наших, деятелей и того, что они делали, большой. Просто это все нуждается в исследовании, все это нуждается, чтобы это вошло в учебники в школах, обсуждалось в университетах.
То есть, правильно я вас понял. Разница в медиа. Люди, которые к нам приходят, вот утром у нас был Ян Гриб, могутный волод, мужчина. Вот. И он говорил о том, что, в общем, нации никакой нет, этих всех белорусов нужно жесточайше привести к белорусскому языку, вот, и потом уже появится какой-то народ, а потом уже строить какую-то нацию. Значит, разница в том, что вы постоянно, у вас на полке, на книжной, да, там стоят правильные книги, вот, какие они должны быть у нормального национального государства. И там есть все. Там есть и герои, там есть и истории. Там Мне есть... кажется, у нас достаточно этих книг, альбомов, Просто историй. это есть только, вот, ну, предположим, у вас, вы сказали, тираж 200 экземпляров, и еще в 200 домах, в 200 приватных библиотеках Минска. Вот в этих 200 библиотеках Минска все хорошо. Нация существует, все нормально. Во всех остальных люди, которые покупают книги не вот где-то вот в специфических ваших местах, а вот в Белдержав книга, у них все плохо. Я правильно понимаю или нет? Ну, я думаю, что круг, например, читателей Алексеевич чуть больше, да. Интересно было бы опросить тех людей, которые называют себя белорусами, ведь когда проводятся у нас опросы, граждане Республики Беларусь называют себя белорусами. Какой у нас там процент? 90%. Вот вопрос, с чем они ассоциируют. Ну, есть вообще эти... Ну, есть границы, есть флаг какой-то, они Ну, ассоциируются. я думаю, что героев надо посмотреть. Когда-то были эти... Они назовут какое-то количество. Например, про ВКЛ люди говорят о том, что вот истоки граждан государства белорусского связываются с ВКЛ. Было некоторое время назад, были исследования, которые это показывали. То есть, все-таки горизонт, мне кажется, граждан нашей страны не такой уже узкий, и нельзя сказать, что там нет каких-то маркеров, которые нас объединяют. Но понятно, что у нас читатели там журнала «Партизан», Акудовича – это больше набор и горизонт, а у других групп у них там и уже, и... Ну, люди, которые смотрят эти средства массовой информации, белорусское телевидение ужасное, российское телевидение со своим набором героев и... Ну, это проблема политического режима в Беларуси. То есть, я все понял. Белорусская нация вообще есть, но поскольку здесь есть Александр Григорьевич, то ее, в общем-то, не особо нет. То есть, Александр Григорьевич, когда говорит, здесь нации особо нет, он же умный человек, да, он же исторический факультет закончил. Вот, он думает так, если я здесь есть, вот какой я здесь есть, а со мной нация сочетаться не может. Поэтому и нации нет. Не доросли вы еще. Если бы... Он же читал про французскую нацию, да, там, в университете, ну, в институте своем. Да, там он читал, на марксистско-ленинский манер. Что там преподавали в его время. И он прекрасно помнит, что вот такие персонажи, как он, там, Людовик XVI там, и так далее, да, они были несовместимы с нацией. Слушайте, но он же говорит это по политическим причинам. Мы же понимаем. Он не настаивает на... Давайте сейчас просто замечание. То есть, если мы берем так вот Беларусь, и здесь огромная фигура Александра Григорьевича. Если мы фигуру Александра Григорьевича так драпируем чем-нибудь, укрываем покрывалом, то все хорошо. Ну, своеобразненько, как-то странновато, но, тем не менее, вот все есть. Ведай, что нация белорусская, я думаю, она так уявляе собой коллективного Акудовича. Какая она есть, но она всем кажа, а меня нема. Ну, замысловато. Ну, в общем, грубо говоря, главная проблема Беларуси, рассмотреть белорусскую нацию, это вот фигура огромная, могучая, гигантская Александра Григорьевича. Если вот, и она заслоняет собой всю Беларусь. Да, если Александр Григорьевич как-нибудь в сторону отойдет, и солнце перестанет загораживать солнце, то, в общем, в Беларуси все... Можно будет увидеть, что в Беларуси обычная Литва такая. Ну, не знаю, я в своих текстах всегда писала, что все-таки дело не только в Лукашенко, и что мы на уровне гражданского общества, культурных инициатив могли бы... Ну, что все-таки мы могли бы больше делать... Хотя мне, конечно, сложно, ну и я стараюсь это делать, для меня это задача, для того, чтобы налаживать мосты между разными сообществами, да, для того, чтобы эти разные пласты как-то нашей истории, нашего настоящего, как-то все это разгребать эти завалы, да, и обсуждать этих героев, и истории эти написывать. Я сама во многих таких проектах участвую. Ну, и так как моя тема, я вообще не о нации пишу всегда, вот о сообществах, и как они засуществуют. И вот такое последствие этого
режима политического, который, конечно, во многом наследник советского режима. Это то, что мы атомизированное общество, мы не умеем общаться, наводить мосты, не доверяем друг другу. И Лукашенко поддерживает это и репрессивный режим, конечно, и мешает гражданскому обществу, культурным инициативам существовать. Но мне кажется, что не все понимают, что в гражданском обществе... Ну, конечно, это и не будут все понимать, но мне кажется, что вот от нашего понимания и желания наводить мосты, а не говорить, сейчас мы создадим это единое сообщество, все в него включатся... Вот от этого желания наводить мосты тоже многое зависит. То есть я думаю, если эту фигуру убрать, начнется спор о том, нам нужна одна гомогенная Беларусь такая. И вот те, кто будут все время разочарованы, видимо, ее мы так и не достигнем. Или нам все-таки нужно много мостов между разными сообществами. Это сообщество сообществ. Просто вот, а с вашей точки зрения, Александр Григорьевич, это вот он это такой дух народа, или вот он как-то вот откуда-то с Марса сюда прилетел? Ну, то есть, вот Александр Григорьевич, это он в самом деле и он един со своим народом. И народ такой, как Александр Григорьевич такой, как его народ. Вот. А в гражданское общество и все эти европейские универсалистские ценности, они вот как бы здесь чужие. Нет, я так не думаю, что все это чужое. То есть я Лукашенко вижу как часть репрессивной системы. Это система, которая работает на всех уровнях. Начинается с того, что в детских садах там воспитатели кричат на детей, их унижают. Воспитатель кричит на ребенка в детском саду не потому, что ему Лукашенко сказал, или потому, что этот воспитатель хочет орать на этого ребенка в детском саду? Ну, потому что это так заведено в этом обществе. И потому что в том числе Лукашенко по телевизору кричит на своих подчиненных. Мы все время видим. Это вопрос о курице и яйце. Кто сначала? Сначала воспитательница хочет наорать на ребенка. Сначала вот я ходил сейчас в музей тут через дорогу. На меня пару раз повысили голос. Они хотят просто повышать на голос на всех, кто заходит. И из этого вырастает Лукашенко. Или Лукашенко их научил? Я считаю, вот из своей философской и социально-теоретической перспективы, что структуры определяют, что эти структуры, которые созданы... Лукашенко во многом уже пришел в эту созданную систему, которая была в советское время создана и в Беларуси работала. Это система, где есть эти иерархии, подчинения, и где все построено на унижении, страхе. И он ее поддержал, и он дальше эту систему строил, поддерживал. То есть он много всего сделал, чтобы эта система не развалилась. Вот такого. Вертикаль власти – это тоже часть, конечно, этой системы. И получается, что чтобы людям сопротивляться в этой системе, их индивидуальных усилий недостаточно. Что значит люди хотят? Да? То есть мы видим, что те, кто сопротивляются, их наказывают. То есть для этого нужны, опять же, какие-то совместные усилия гражданского общества. И почему мне не кажется, что все эти европейские ценности такие уже чужие? Потому что, несмотря на все эти политические режимы, есть люди, организации, которые сопротивляются, которые свои ценности распространяют, которые другие практики вводят в действие и доказывают, что где-то в каких-то сегментах мы можем по-другому существовать, не унижая друг друга, не крича друг на друга. И мы видим во всех сферах, и с школьниками есть сейчас проект «Учитель года для Беларуси», другой образец учителя. Но это для меня связано не только с усилиями конкретных людей. Тяжело? Что? Насколько вам тяжело вводить эти практики? Просто вот к нам приходили гражданские активисты, вот такая девушка. Алана Ебрамариан. Да, и она сказала, что у них у всех проблемы, они выгорают. То есть ты приходишь к белорусам, начинаешь им говорить, что нужно вот так-то, 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 приводишь им в пример, что вот там, не знаю, где-нибудь в Америке так делают, и у них все хорошо и цветет, а в ответ стена. У меня совсем другой опыт, и, возможно, поэтому я в Беларуси, потому что всегда мне удавалось с моими единомышленницами и единомышленниками создавать сообщество, куда приходили такие люди. В Е-клабе у нас люди, наши студенты и студентки, но если они не наши единомышленники, то у них есть беспокойство насчет вот всех этих иерархий, насчет того, что власть не позволяет им реализовывать себя и заботиться о своих сообществах, насчет гендерного неравенства. То есть все эти вещи, которые для нас важны, у них тоже есть стремление. И я вот сколько себя помню в ЕГУ,
Потом мы делали этот проект «Новая Европа». То есть всегда было, ну, оно там не огромное сообщество, но я вижу, что оно не единственное в то же время. То есть у нас сеть партнерских организаций, ну, и у всех по-разному. Кому-то сложнее, то есть Алана, возможно, работает с политически ориентированной молодежью, да, и... Ну, то есть они под большим прессом, и, возможно... Ну, в общем, не знаю, да, там какой-то у нее свой кейс. Но мой кейс, к счастью, вот такой, что есть эти группы, и среди разных возрастов у нас студенты в Виклабе разного возраста, которые в своих практиках, в своей жизни уже они практикуют другие отношения, по-другому воспитывают своих детей, на работе другие ценности отстаивают, в общественном секторе отстаивают другие ценности. И мой опыт работы в этом секторе гражданском показывает, что вот что не меняется, людям не хватает связей. Вот они приходят в Виклаб в том числе, чтобы познакомиться организациям. То есть вроде бы вот есть организации, да, люди много всего делают, но мы все время разобщены. Время идет, новые организации возникают, все, ну, как Кудович написал «Архипелаг Беларусь». Вот какой-то такой архипелаг Беларусь. Ну и потому что, конечно, там власть это такая репрессивная, ну и еще какая-то, не знаю, может, какие-то особенности культурные. Не знаю. Последний. Вот у Федуты я прочитал все три биографии Лукашенко, которые есть. У Федуты есть замечательная зарисовка. Это из избирательной кампании 1994 года, где Лукашенко приехал куда-то вот на какой-то районный центр, и там большой стадион, и он на этом стадионе говорил 4 часа. И потом люди, вот, ну, он устал говорить, он снял себе пиджак, он весь потный, он сел на сцену, и люди хлынули к нему. Кто-то говорит, он это видел. Прямо подходили и отдавали ему деньги. Вот, какой-то год был? Детей протягивали. 94-й год. Про детей к нему протягивали. И я потом... Эту же сцену повторяет у себя Карбалевич в его биографии Лукашенко. И на эту сцену мне ее в разных случаях, в разных ситуациях, как правило, в пивных барах после большого количества пива рассказывали люди, что они это видели. Вот. И мне, когда я эту картину себе представляю, то мне кажется, вот в таком обществе никакой гражданской никакие гражданские объединения, ну, в классическом таком смысле, там, хабермасовском, они невозможны, они не нужны. Для них вот как бы вот Лукашенко, он, ну, для 80% людей, которые за него проголосовали, он для них вот, как тут мне сказали, мужицкий царь, ну, как бы такой... Ну, 94-й год, сейчас Лукашенко такого не позволит сделать, вокруг него охрана, и такого просто невозможно. Ну, невозможно, потому что он не верит или... Не знаю. И то, что... Ну, не знаю, почему он это делает. То есть, это такая отдельная тема, надо там думать. Но все эти голоса, которые не считаются, сколько там люди голосуют, все это свидетельство того, что вот эта модель не работает. То есть... Вы звярнули вялікую увагу на гісторыю, важнасць гісторыі. У нас в эфіры Олег Латышонак, гісторык, адзначаючы вялікую важнасць гісторыі, тым не менш сказаў, што не тым героям зараз ставяцца помнікі. Не Гедыміну, не Міндаўгу там трэба ставіць ці Сапегі, а заснавальнікам Беларускай Народнай Рэспублікі. Вот зараз трэба ставіць. Вот, маўляў, так, на сёння менавіта ў гэтым ёсць патрэба. Яго тут зацкавалі, і Краўцэвіч на яго накінуўся, і ўсе астатнія, што, маўляў, як так можна гаварыць. Але, можа быць, ён сапраўды правы. Вот гісторыя-то она важна, ўся, да самых глыбінь туды. Але вот сёння, на сённяшні дзень, калі вот мы нешта там спрабуем, ёсць пагроза незалежнасці краіне і гэтак далей, можа быць, на гэта сканцэнтравацца. Ці ўсё ж такі, калі браць і аднаўляць эту гісторыю, ўсю нашу, вот як вы кажаце, неабходнасць, гэта сапраўды трэба пачынаць з самага пачатку і паступова так вот даводзіць да людзей гэту всю нашу гісторыю. Ну, не знаю, я как-то вижу, что наоборот, может быть, не с глубины двигаться, а из настоящего. Я, например, вот сегодня прямо писала текст к инсталляции мультимедийного проекта «Брест Story Guide», который делает театр сообщества Крылых Холопов в Бресте. Это гайд по гетто, территории гетто.
То есть это история на самом деле не только по территории гетто, но не только тогда с момента его основания до сегодняшних дней, потому что как раз в 19 году, когда это было летом, нашли очередные больше 1000 останков убитых евреев в гетто. И вот то, что сделала эта общественная организация, сделала этот 3-часовой гайд. Ты одеваешь наушники, открываешь в телефоне приложение, идешь по городу. Мне кажется, что это тоже важнейшая часть истории, понимания, как существовал Брест, и что мы сегодня, да, как сообщество, как мы можем противостоять вообще всякого рода угрозам. То есть все ли тогда люди сделали для того, чтобы как-то противостоять той ситуации. И сегодня вот разного рода угрозам, чтобы противостоять ближайший, 20 век, история 20 века, мне кажется, тоже очень важна. Но это вот вопрос... то есть нам все нужно, да, но мне кажется, эти ближайшие трагедии с Чернобылем связанные, вот это же близко к нам, да, и мы можем... Это нам делает трэба нас... ісці не з глыбіні сюды, а наоборот, вот, может быть, от ближайших там неких... Да, я вот как-то так это вижу, потому что это делает нас... То есть я сама, да, этот гайд, пройдясь по городу, увидела города с другой стороны, почувствовала себя по-другому, и белорусской, и там... я не брещанка, да, но когда в Бресте нахожусь, я теперь уже не могу не видеть этого Бреста и не понимать, что это такой пласт истории. И в Бресте есть, например, еще фонд Брестской крепости, который тоже все эти пласты... Вот там они движутся как бы и вглубь, да, поскольку город был на территории Брестской крепости, и там было много исторических пластов, и они тоже как-то пытаются... Сейчас готовят... То есть один том они выпустили, сейчас новый том истории того, что было на территории Брестской крепости. И мне кажется, что вот такого рода истории, они активизируют граждан. То есть это помогает гражданам присвоить места, в которых они живут. Уже радуе то, что у адрозненні ад Бабарыкі вы сцвярджаеце, что трэба ўсё ж таки гісторыю не адмятаць. Он кажа, что мы там эту гісторыю мінулае там, это трэба, важно, все, конечно, трэба глядзець толькі ў будучыню, IT і гэтак далей. Добра, але вот все ж таки я хотел бы наконт мовы удакладніць. Вот фармулюем мы нацыянальную ідзею. На вашу думку, все ж таки на якой мове трэба яе фармуляваць? Это нам надо решить. То есть моя позиция в том, что вот то, что мы сейчас имеем, это дискриминация людей, которые говорят на белорусском языке, и люди, говорящие на белорусском языке, постоянно об этом заявляют, и с этим нельзя мириться, нужно как-то защищать белорусский язык, но будет ли это одним языком, или будет у нас 2 языка? То есть я считаю, что нужно бороться с дискриминацией, может быть, и ставить цель, что у нас будет единый язык, но я считаю, что самое важное бороться с дискриминацией, а там посмотрим, что будет. Слушайте, а вот ввести 3-й государственный английский, как вам? Это не, мне кажется, как-то нереалистично. У нас сейчас в E-Club американский он исследователь, да, выпускник Еля, преподает идиш. Он бросил клич, то есть он сам идишист, собирается писать диссертацию. Сейчас вот он определяется с местом, где он будет в США писать диссертацию. Давид Круковский его зовут. И он просто решил поэкспериментировать с идишем, бросил такой клич, думал, что запишется 3 человека, записалось 50. Дошло, конечно, там 14 человек, но вот они уже там ходят на его занятия, занимаются, и никто не говорит о том, что идиш станет государственным языком, но интерес к идишу связан с тем, что у нас тоже есть пласты культуры, текстов, с которыми можно работать, и которые нам многое расскажут о нашей истории. Извините, я сказал, давайте английский сделаем в 3-м государственном, а вы перешли на идиш. Да, я к тому, что это все нереалистично, ни идиш, ни английский. Поскольку... Английский з чисто меркантильных меркаванняў. Люди скажут, зараз вот глобализация, сусвет такі агульны, все разумеют английскую. И потом сказать белорусам, что русский язык – это новый колхозный. То есть белорусский язык – это старый колхозный, российский русский язык – это новый колхозный, а новый городской – это английский.
Слушайте, ну когда мы говорим о каком-то языке, что он колхозный, мы, в общем, неуважительно высказываемся о людях, которые Я говорят согласен, на этом языке. но это же работает. Они же Ну, сами- я не разделяю такую позицию, Нет. что мы должны так говорить, и английский язык в любом случае будут и сейчас учат люди, и будут дальше учить, поскольку это язык коммуникации международной, и вводить его государственным, то с ним ничего не случится. То есть и Он и дальше, да. Без официального статуса. Ну и я, честно Ну, говоря... знаешь, если Лукашенко завтра как-то Заговорит на на английском языке, то через год на нем будет говорить вся бюрократия. Ви сказали, що все ж таки національну ідею треба з допомогою дискусій, розмов. Алена Анісім пропонувала собрати круглий стол, там, от, обміркувати. Але ж ви пам'ятаєте, що наприкінці 90-х років по загаді адміністрації президента спробували от, з допомогою таких от круглих столів, обміркувань, сформулювати для ідэалогіі дзяржаўнай нацыянальную ідэю. Як сказаў Александр Федута, як не пісалі, атрымлівалася ўсё роўно майнкамф па-беларуску. То есть вот ці атрымаецца? Наколькі шырокі павінны быць гэты стол вялікі? Не-не-не, я против одного большого стола, я за множество дискуссий. И, на мой взгляд, сейчас вопрос не столько об идеях, сколько о том, как нам друг друга слушать и слышать, потому что недавняя история с историей белорусской фотографии. Поскольку я тоже там одна из авторок и могу говорить о качестве этого альбома и о концептуальной подготовке. То есть это прекрасный альбом, кстати говоря, он на белорусском и английском языке сделан. И группа авторов составила письмо в поддержку этого издания, поскольку после того, как вышла эта книга, началась внутри, прежде всего, фотографического сообщества такая война о том, как правильно описывать историю белорусской фотографии. И вот тут вопрос, что нам как-то нужно вести... Ну, то есть нам нужны эти описания разные, да, разных наших историй. И дискуссия о том, что ни одна не будет последней, что не надо друг на друга нападать, если вы не согласны вот с этой версией, что можно делать это и нужно делать это в цивилизованных формах в виде рецензий. Вот. И мне кажется, нужно вот эти истории там производить, писать, их обсуждать, а не какая-то одна большая дискуссия. Это, ну, конечно, не реалистично. Я, кстати, когда смотрел за этой дискуссией по поводу этого фотоальбома, мне все время казалось, что вся эта дискуссия нуждается, она зовет Лукашенко. То есть люди все так друг на друга орут, что они ждут, когда придет, в конце концов, вот мужчина с усами, да, хлопнет, шарахнет, стукнет кулаком по столу и скажет: на самом деле так. Ну, И все примут это решение. Вместо Лукашенко сообщество объединилось, мы сделали письмо в поддержку и призвали коммуницировать уважительным образом. И что, вот так. и что, Да, и что в итоге? Ну, посмотрим, что будет, поскольку там есть еще юридические вопросы. Я надеюсь, что они разрешатся, и будет и дальше презентация. Я думаю, что это тоже важная веха создания нашей истории, поскольку фотография, я считаю, очень сильная белорусская, и там несколько есть персонажей конца XIX века. Ну, то есть там такой подход там определенный, но обоснованно, почему выбраны эти люди. Люди, которые инфраструктурные, которые делали что-то, чтобы потом фотография в истории оставалась, прежде всего про них речь. И это... То есть это вот такого рода книги, мне кажется, они вносят вклад в то, что мы себя чувствуем увереннее как сообщество. То есть можно сказать, что ты пригласил философа, а он оказался самым большим оптимистом. Гораздо большим оптимистом, чем 99% националистов. Я всегда говорю, пессимист не может жить в этой стране. То есть, если бы я была пессимисткой, я не представляю, как можно вот терпеть Лукашенко. Хотя у меня сестра живет в Америке и говорит мне, мы когда включаем телевизор, мы видим Трампа, мы не можем смотреть, нам стыдно, что у нас такой президент. То есть, не только мы страдаем из-за этой ситуации, но, тем не менее, ей оптимистичной быть проще все-таки, потому что там есть большая оппозиция полстраны Трампу. А у нас... Аптымізм жа ён бывае розны. Як уже ўзгаданы мной Бабарыка сказаў, вот пессімісты кажуць, што ўжо так у нас дрэнна, што горш няма куды. Кажа, а я аптымізм. Я кажу, яшчэ ёсць куды, будзе горш.
Так что, тым не менш, адзначылі важнасць гісторыі, адзначылі важнасць дыялога паміж у грамадстве, скажем так, пэўныя іншыя важнасці. Гэта, можна сказаць, што вот тая ж самая можа быць мова, можа дзесьці там сімволіка, не сімволіка, што гэта нейкія такія каменьчыкі, ці, можа быць, цаглінкі агульнай такой нейкай нацыянальнай ідэі, ці гэта просто вот тое, што павінна быць, а нацыянальную ідэю, ну, ад сваю, вот ад Вольгі Шпарага вы зараз нам сваю скажаце. Ну, я как писала вам переписки, что я как-то не верю, что может быть одна идея. Но У вас-то одно, давайте может быть одна. Да. Вот Беларусь, которую я люблю, это Беларусь, в которой национальные исторические герои принадлежат не только нам. И мне кажется, это здорово, что у нас, ну вот условно, Шагал, Мицкевич и Алексеевич, что это и про Беларусь, и про другие страны. Тем самым мы можем коммуницировать с ними. Я все-таки Беларусь, может быть, второе, помещаю в европейское пространство. И вот в прошлом году с Сергеем Шабохиным мы делали такой проект «Социальный мрамор в центре Европы». Это такая вот пленочка, которая клеится в метро, чтобы граффити скрывать, типа мрамора. И вот мы с ним иронизировали на тот счет, что у нас тут такая, ну, много где делаем вид, что мы там европейцы, вот этот социальный мрамор создаем. И я обсуждала в Берлине, в Дюссельдорфе великолепно этот проект, поскольку наша задача была в том, чтобы попробовать вписать Беларусь в европейском контексте, в европейский контекст по ряду линий, например, религиозность. Вот мы православные атеисты, и на самом деле в значительной части европейских стран религиозность падает, но сейчас вдруг заговорили о христианстве в связи с беженцами. То есть тоже вот есть такие вот вопросы. И если говорить там о какой-то национальной идее, то я считаю, что Беларусь это вот для меня, да, какой-то ориентир, это такая европейская страна, которая с другими европейцами может решать свои проблемы. Для меня это ориентир. Какие еще идеи? Ну, находить общий язык все-таки внутри общества. И, ну, для меня это как-то вот постнациональное скорее, потому что у нас есть свое своеобразие, но для меня очень важно, чтобы мы делились с нашими соседями, обсуждали, что у нас общее, что нет, брали лучший опыт. И мне кажется, для этого предпосылки есть и в нашей истории, и в нашем настоящем. И множество соседей, которые вокруг нас, мы с ними взаимодействуем. С теми, кто готов, открыт и не ставит нас в какое-то там униженное положение. Вот с теми нужно вести диалог и смотреть их глазами на себя, да, и их какое-то свое своеобразие выделять. А если у нас что-то общее с другими странами, ну, тоже прекрасно. Мы в общем европейском пространстве живем. То есть, в общем, Европа – это множество, Беларусь – это множественность, европейскость и коммуникабельность. У мяне таксама свой варыянт ёсць вот скарачэнне или это как бы так, канцэнтрацыі ўсяго сказанага. Беларусь для сябе і для ўсяго сусвета. Не, ну для всего света это что, приходите, забирайте? Нет, потому что мы открыты. Да, мы открыты, мы рады, что у нас есть такое прекрасное российский наследие. империализм им одразу говорит. Приходите, забирайте. Ну что ж, на гэтым і сыдзімся. Мне, дарэчы, падабаецца такая нацыянальная ідэя, як чалавек, які любіць вандраваць, то а Беларусь для сябе, но і падзяліцца для ўсяго сусвета можна. А гэта ад Еўрарады і крамы Сімбаль Бай. Нам вам такі падаруначак. Максим Гарунов, Вольга Шпарага, Зміцер Лукашук. Слухайце і глядзіце нас. Ідэя X на Еўрарадыё.